Добрый день, меня зовут Крильна Аня, и я учусь в 5 классе в Сага-гимназии. Тема моего выступления «Вдвойне получает тот, кто умеет благодарить». Итак, давайте начнем с того, что такое благодарность. Благодарность – это признательность к доброте, к вниманию и пониманию. И еще мне очень сильно понравилась одна цитата, которую я подобрала для своей темы, и она может полностью описать. В общем, эта тема, то есть как рассказывает о том, что мы можем не получить того, что хотим, если мы не будем благодарны тому, что имеем сейчас в настоящем времени. Еще я бы хотела рассказать о том, что нашей планете, нашей Земле, нашем мире, то, что есть люди некоторые, которые могут причинить боль, могут быть неблагодарными нашей дорогой матушке природе. Мы должны быть благодарны ей, потому что она нас создала, в общем, в количестве. И она нас одевает, она нас украшает, она нас любит, и она нас кормит. И мы должны полностью быть благодарными ей, чтобы никак не причинять ей боль, потому что она нас любит, так же, как и мы сейчас ее любим. Мы должны сохранить ее до следующих поколений. Также хотела бы рассказать то, что я согласна с Иваном Андреевичем Крыловым на басню «Свинья под дубом». В его басне есть персонаж свинья, в которой она ест желудь. Но пока что нету там плохого ничего, пусть ест желудь. Но в этой басне было сказано на строфах, что она засыпает после того, как она доедает все. И потом, когда просыпается, то есть потом глаза продравши стала, и рылом подрывать и дуба корни стал. То есть она своим рылом подрывает корни дуба. Но это значит неблагодарность. Так же, как и встает дуб и говорит неблагодарные. Также я опять хочу рассказать вам то, что я очень сильно люблю делать мультфильмы. Я сделала мультфильм «Свинья под дубом». И я вас призываю посмотреть его. Приятного просмотра. Андреевич Крылов «Свинья под дубом». Я под дубом вековым наелась желудей досыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним. Потом глаза продравшись стала, и рылом подрывать у дуба корня стала. Кар! Ведь это дерево вредит. Ей с дубу ворон говорит. Кар! Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья. Ничуть меня-то не тревожит, в нем проку мало вижу я. Хоть и век его-нибудь ничуть не пожалею, лишь бы были бы желуди, ведь я от них жирею. Неблагодарная! Промолвил дуб ей тут. Когда бы вверх могла поднять рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослеплении бронит науки и учений, и все ученые труды, не чувствуя, что он кушает их плоды.